Завязанные глаза и заклеенные рты, как символ угрозы свободе выбора. Более 200 студентов разных вузов собрались на аллее молодежи возле главного корпуса Национального университета. Молодые люди пришли, чтобы выступить против давления в их отношении. Заявить, что студенты также имеют право голоса, которое они хотят отдать за кандидатов в президенты, которого считают достойным. И просят таким образом защитить их от давления со стороны администрации вузов. На сегодняшний день в наших вузах у студентов собирают копии паспортов. Их заставляют регистрироваться по форме 2. В некоторых вузах доходит до того, что их начинают пугать, голосовать за того или иного кандидата, пугая угрозами отчисления, проблемами на учебе. Мы собрались здесь сказать, что мы против такого. Потому что господин президент, он обещал, что выборы будут честными. И мы считаем, что, возможно, он не информирован про это. Мы хотим, чтобы он обратил внимание. Поддержать активистов пришли также и представители Центра избиркома. Так, вместе со студентами свое возмущение использованием студенческого ресурса высказала и член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева. Меня радует, что все-таки студенты не готовы просто беспрекословно подчиняться воле преподавателей, потому что гражданские права, политические права – это сугубо личная позиция каждого человека. Мы должны примириться с тем, что да, будет определенные группы граждан, которые не разделяют наши взгляды и наши мнения. Они разделяют другую, может быть, повестку, альтернативный взгляд. Но с этим надо примириться и просто уметь вести агитационную кампанию таким образом, чтобы завоевать умы наших сограждан. Депутат Джанар Акаев также призвал молодых людей не бояться давления со стороны преподавателей, деканов и кого-либо еще. Молодой политик отметил, что отдавать свой голос за понравившегося кандидата – конституционное право каждого гражданина. Кроме того, Акаев заявил, что готов защищать интересы студентов в случае, если их принудят голосовать за того претендента, которого они не поддерживают. По закону принуждение к голосованию считается уголовно наказуемым преступлением. За это грозит штраф 80 тысяч сомов или лишение свободы до 5 лет. Это вы должны знать для себя, чтобы уметь отстаивать свои права. Чтобы понимали, если в ваших вузах администрация ведет себя подобным образом, то они нарушают закон. В то время, когда мы были студентами, мы четко знали все свои права и обязанности. И нас никто не пытался использовать, поэтому не бойтесь ничего. Вас никто не имеет права заставлять голосовать. С плакатами, флагами и даже фотографиями некоторых преподавателей и ректоров, уже замеченных не просто в агитации, а откровенном давлении на студентов, молодые люди прошли по аллее. Таким образом, они решили поддержать в первую очередь друг друга и призвать не бояться голосовать за кандидата, который, по их мнению, станет хорошим президентом. Цель нашей кампании – это призвать молодежь, чтобы они не продавали свой голос, они шли осознанно. Осознанный выбор – это твое осознанное будущее. Среди собравшихся и Чулпон Джейнбекова, та самая студентка юридической академии, которую выгнали из аудитории после того, как она открыто озвучила преподавателю свои политические предпочтения, отличные от тех, которые навязывались ее одногруппникам. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС.